Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Рада сегодня вас познакомить с народным мастером Якутии, волонтером школы третьего возраста. И еще очень-очень много регалий у этого человека замечательного, который сидит рядом со мной. Это Ксения Ивановна Иванова. Ксения Ивановна, здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Очень рада, что вы приехали к нам в компанию. Столько вещей, столько поделок привезла Ксения Ивановна. Мы обязательно вам сегодня все покажем. Это все абсолютно в разных техниках, да, сделано, сшито ее с золотыми ручками, да, Ксения Ивановна. И, конечно же, сегодня мы должны с пользой провести эту передачу, впрочем, как и всегда. И наша уважаемая гостья сегодня нам покажет небольшой такой мастер-класс, да, по изготовлению вот таких дракончиков, символа этого года, да, есть еще зайчик, символ прошлого года. Ну, поскольку у нас наступил год дракона, а также на носу китайский Новый год, ну, да, поэтому будет символично сегодня нам сотворить такое чудо. Ксения Ивановна, давайте немножко для начала с вами познакомимся. Я думаю, нашим телезрителям будет интересно, сколько лет вы вот в этом вот во всем, в творчестве, да? Наверное, с детства начали шить, что-то делать. Ну, у меня вещдок есть фотография, 82-й год. Это мы жили в Тикси, и я делала 15 кукол союзных республик. И так как мы еще жили на севере, 16 у меня была якутяночка, ну, северяночка. А это фотографии есть. И вот это я делала 60, ну, юбилейной дате 60 лет образования СССР. Ничего себе. Это вам сколько лет было, получается? Нет, ну я работала. А вы уже дочь взрослая была? Царь было 5 лет. Было давно. Но сегодня вы работаете в разных техниках, да? Да. Это... Всю жизнь сыграла игрушками, ну, маленькими. Но потом немножко повзрослела. Начала для себя там. Ну, вот результат есть. Шьете для себя? Все, сейчас Буктахсон есть. 5 марта уже ходим в своей нарядной шитой шубе. Даже так? Да. То есть даже одежду, вещи себе шьете, да? Ну вот такая сначала вот эту куклу сделала. Красиво так. Вышитая там все, рукавички. И такую же шила себе. Здорово. Вот. Точь в точь, да? Ну да. Ну не точно, но там взрослому человеку. Который весит больше 10 килограммов. О, ничего себе. Не каждый день наденешь такое, да, на себя. Ну, наверное, на праздники, да, на какие-то национальные шествия, скорее нет, всего. но интересно, когда одеваешь, незаметно. А когда вот на руках, это очень тяжело. Да, это очень тяжело. Ну, с этой шубой я уже в Питере была, там позапрошлом году. В ноябре мы были Этнората в Москве, там на студии Тель, нас руководитель Людмила Петровна Журкова. И вот мы поехали. И вот на Этнората первые 2 ника получили, ну 2 по 2 видам. Этот первое место, лауреат первой степени. Но вы много куда ездите, да? Вот вы принесли книгу, на каждой странице тут дипломы, письма благодарственные. Это вот вы постоянно участник, да? Различных. Ну, просто я собираю вот так, когда что-то надо, ну вот первая поездка вот, ну, дальняя, получается, в 2015 году мы Эльзас ездили, Францию. Вот даже вышитый жилет, там все. Вот по этим летом было в Минске, вот, который вот гулхаринная песня, симфония, вот, которая на этой
и текстильный букет А вот вот. там был. Вот фотография, вот как раз вот этот, 82-й год. Дружба советских ребят. Да. Ага. Я думаю, что мы можем приступить, да, к изготовлению нашего дракона и параллельно, конечно, продолжать наше общение. Ну, здесь мы берем, у нас вот детали готовые есть. Вот. Да, Ну, Ксения простой Ивановна можете уже там сделала заготовочки заранее нам. И вот ручки, и голова, и глазки. И можем вот этот колокольчик, чтобы синим. Можно колокольчик, а можно вот денежки, да? Тачка говорит, я не хочу ходить. Ну ничего. Потом еще придешь через 12 Вы каждый год лет. делаете вот символов, да? Потому что, ну, дарить На подарки, то, да. что своими Конечно, руками. своими руками. Ну, здесь клей я люблю пользоваться этим титаном. Ну, здесь мы что, быстренько Так, берем. что мы Вот делаем? у нас клей есть. Так, я буду повторять за вами. Так, Аккуратненько. получается вдоль, да? Ну, нет, вот по этим, Вот по, Да, по краям. по краям. Так, С двух сторон. Я работала, ну, по специальности у меня медсестра, хирургия, операционная работала. все серьезно. Поэтому у меня каждая минута это очень-очень можно. То есть ваша деятельность научила вас, да, Да. экономить время? Ну, не экономить, а и вот все вот это сделала. И нет. Нет. Так, тороплюсь. Ага. Так, это какой стороной получается? Так, да? Мгм. И эту сторону сюда. А можно было одну клеить, потом клеить другую, потом этот. А у нас Да, сразу. Ага. Ксения Ивановна, ну вы проработали, сказали, медсестрой, да? Много лет, да? ну, получается. Ага. А сейчас чем занимаетесь? Ну, сейчас в штабе вот от Никиты 10 мы вместе там уже 1,5 года сижу, там сейчас шьем для наших ребят. Вы у нас, получается, неравнодушный гражданин. И очень много шьем, много работаем. И вчера, например, к нам приходили дети войны. Они к нам приходят каждый месяц. Представляете? Это им сколько лет? Дети войны. Вот скоро 80 лет победы будет. Победы. Тогда вот им сколько лет? Почти около 100. Ну, ближе, но ну, дети. 90, да? Ну, где-то, да, за 80. За 80. Вот 90. Вот они переходят, помогают. Это всем пример. Ничего себе, даже они помогают. Да? Они не даже, они постоянно помогают. Каждый месяц приходят. Вчера они там 15 метров ткани привезли, молнии на костюм привезли. Ну и еще они деньгами за это тоже помогают. Так. Здесь мы это сделаем бантики, да? Чуть-чуть здесь мы разрез сделаем. Примерно так, И отсюда тоже возьмем. Так, вот так, да? Ну, там смотрите, будет чуть ниже, чуть выше. Да. Можете один делать так, потом в следующий раз посмотреть, какое. Так. Можно было пораньше делать, но мы немножко отвлеклись. Поэтому... И мы... И сюда мы сделаем.
Можем вот так, или вот у меня инструмент. Профессиональный, кстати, да? Да, поэтому Понадобился. мне вот так, выход с положения всегда есть. Так, я, конечно, не умею пользоваться этим. Ну, просто зацепить и туда. Протолкнуть, да? Не, вы держали? Нет, вот эту-то зацепить надо. И- Так. Да. Всё. Ага. Мгм. Ну, это мы можем и последнюю минуту, или там, чтобы не мешало, но можно так. Можно вообще это... Нет, наоборот. Так. Вот всегда вот. Ну уж простите. Ну, сейчас у нас голова. Теперь у нас головушка, да? Вот это, да? Ага, там две детали. Ну, сначала так посмотрим, как будем ложить-то. Чтоб замшевая сторона сзади, лицевая была, да? Так, примеряем, где, как, чего. Так, ну примерно так у нас, да? Ну, так. И берем тоже клей. Все вот это. Ага, полностью. Одно. Хорошо. Тоже более упрощенный. Ага. Я, кстати, хотела рассказать нашим телезрителям историю вообще, как Ксения Ивановна оказалась у нас, да? Как мы с ней познакомились-то сегодня, конечно. В нашу телекомпанию пришла женщина, которой вы, оказывается, много-много лет назад, да? Татьяна. Татьяна. Да, мы передаем вам привет, Татьяна, спасибо вам. Много лет назад. В прошлом веке. В прошлом веке, да, говорит Ксения Ивановна. Сделали вы ей годы. куклу, да? Сшили куклу, связали куклу. Вязаная кукла. Вот, кстати, на примере, да? Я не ошибаюсь? Да, вот такие, они разные были, но, возможно, примерно такая кукла. 90-е годы. И тогда еще дети Татьяны, да, играли этими куклами. Ага, а теперь она говорит... Она детям купила, получается. Она детям купила, а сейчас этими куклами играют ее внуки. Да, она так и сказала. Представляете? Вот. Она меня увидела, вы случайно Ксения? Я говорю, ну, случайно. Не случайно, да? Да. Потом говорю, а вы куклы делали? Да, было Видите, дело. она вас узнала спустя много лет, да? Больше 30 точно будет лет-то. Видите как? Это мы в 94-м в Якутск переехали. Вот. Тогда работы не было. Я и вот вторую тоже. А я уже проклеила. А я-то вас узнала еще, чтобы сказать. Так, Вот, ручки сейчас. Один с этой, другой с этой стороны. Вот эти, да? И тогда мы надомницами были. Я в бирже труда там на вязание училась. И мы вязали детские вещи. Потом мерии мы продавали. Там один день нам давали, чтобы мы мерии продавали. Ну, прямо первый день сказали, ты моложе всех и ближе там, давай ты будешь продавать. А я так стеснялась. Думала, как там, что. И потом, тогда же денег совсем же не было. Потом первый раз пришла, такой большой этой сумкой, там же вязаные вещи были, там же бабушка вязали. Там у нас этот руководитель Тамара Александровна Винокурова была. И вот они меня отправили туда, в мэрию.
там один стол, сказали, будет на втором этаже, и вот там будешь стоять и продавать. А у меня такая большая сумка. Я говорю, как я так? Скажут, что барахольщица. Тогда как-то вот так же было там. Так стеснялась. Ну, зашла, там у нее сидят же охране, спрашивают, ну куда? Ну, не знала даже. Ну вот, ну там. А вы совсем девушка была, да? Ну тогда молодая, конечно. Молодая, юная. И в Якутске-то мало было, бывало. И потом глазки сейчас можно делать. И кое-как, ну, он пустил. Потом я стул дали, там я стесняюсь. Люди переходят, а я пряталась. Они смотрели, уходили. Потом вторая среда наступила. У меня уже 2 сумки было. Представляете? С 2 большими сумками. И? Ну, пошла опять говорю, куда вы с такой сумкой? Я говорю, ну, ладно. Потом опять ничего я не продала. Когда люди приходили, я ну, стеснялась, еще молодая была. И никогда же не продавала. Потом потом вечером звонит бабушке. Ну что, продала? Нет. Совсем нет, ничего не брать. А нет, ничего. У нас, говорит, даже хлеба нету, купить денег. Так мне плохо стало. Я целый вечер ревела, ждала эту среду, 3-ю мою. Потом наступила, наконец-то, это моя среда. У меня уже 3 сумки было. Потом утром в зеркало смотрю, ты что, говоришь, давай, говорю, будешь стесняться. Ну, себе вот так, так сделала. Вы сказали себе надо. Люди сидят, голодают, а ты там ходишь, там стесняешься. И все. Я взяла 3 сумки, вышла из дома. Я даже на цветопор не пошла. Я прямо вот по дороге, говорю, ничего не поешь, объедешь, они пипикают. Зашла, там вы куда с 3? Я говорю, не знаете, что ли, куда? 3-ю неделю хожу. И тоже все вот пошло. Все разложила, народ идет, надо же. Здравствуйте, пожалуйста, проходите, посмотреть это вашим девочкам, внучкам и так далее. Это все вот так, вот так. Вот так, вот так. И, представляете, и не поверите, я все продала. Да? Ничего себе. Я с пустыми руками домой пришла. И я начала сама звонить. И эти, как почтальон печать, я денежки я им. Они такие были радостные, такие были довольные. Ну вот, что-то проснулось. С тех пор я человек такой. Сильно не стесняться. Если надо, то значит надо делать. Потом заказы, все нам потом... Оказалось, ничего страшного-то и нет. Ну да, это просто оказалось, ну, с людьми работать, там, им что надо, там мы заказы принимали детям, вышивали, шили, там все Ну, потом я на игрушку перешла потихонечку, потому что, ну, дети ходят, да? Как-то. Потом это дети Азии были, потом наш президент, первый, сказал, республике должна быть своя игрушка для детей. А мы-то немножко уже начали делать, поэтому как-то готовые были. И вот делала, потом выставка была, ну, типа конкурс, там все вот этой оперы и балета. И там садики были, они вот с игрушкой, и мы вот пришли на Домнице.
Мгм. И вот там можно это. Ага, колокольчики, да? Мгм. Так, их каким образом Просто туда этот. продеть, да? И вот там потом они увидели меня, школа 33-я, Мгм. и они пригласили меня сначала в этот лагерь детский. Мгм. А я-то с детьми-то никогда не работала. Как-то мне Мгм. но так хорошо было, но единственное вот шум, я в тишине же обычно. Мгм. У нас же больница, тишина, там Мгм. все, тем Мгм. более если А там хирургия. шумно, А да? там дети, особенно в столовой, Мгм. когда заходишь, прям вот этой ложкой, вилки, прям мне так это было. Потом, Непривычно. летом Мгм. отработали, потом, если дети обычно, например, 3 делают, значит, 3 сами берут, 2 у нас на продажу остается. Мгм. Мгм. И потом они осенью меня пригласили, ну, вот доп. Образования, там игрушки делать. Так, ну что, примерно так. Привыкла к ним, они очень хорошо мне если, например, зайчик делаем, там же много деталей, там вот здесь, вот ушки, еще разные там я заготовки же делаю, потом они соединяют туда, делают, набивают им потом. Если 3 делают, значит 1 домой берут. Мгм. Сейчас, может, многие слушают, они, может, тоже делали, может, у них эти зайчики там Да, сохранились, да? тоже есть, наверное, думаю, ага. И получается, у меня больше 20 детей. Представляете? Это чтобы зайчика одному делать 5 деталей. Я заготовки делала, О, это какая сама. работа Я это. до 3-4 ночи вот все вот это делаю, сижу, перехожу там. Ага. И потом, как обедаю, они сидят, у меня как-то вот голоса их идут куда-то туда, и сзади диван. И я прямо... И дети мои прямо, они, это пальто, там все, они меня укрывали даже, сумки на меня ложили. Пусть Ксения Ивановна отдыхает. Ну, чтобы кто-то, директор, учитель, там никто не заходили, меня не ругали. Вот так они тоже Заботились. А это тоже очень хорошо. Думаю, они очень хорошими людьми выросли. Я думаю, что многие сейчас посмотрят. Ну, тоже думаю. Да, и А потом, вспомнят. это минут 10, да, может, меньше. И просыпаюсь, и как будто ничего не было. Начинаем работать. Вот так мы работали. Пикачу первый, мы раньше китайцев делали. Ну, как раз к 8 марта мы сидели, игольницы делали. Там фрукты, яблоки, там все вот это. А сидела как раз груши. И они говорят, Пикачу хочу, Пикачу хочу. А я думаю, а что Пикачу, я даже не знаю. Ну, я говорю, нарисуй такой, только цветной. И они мне нарисовали, оказывается, желтенький, там вот стрелочки какие-то. Ага, и вот. А я грушу делаю, ну, сижу. И прямо с этой груши мы сделали Пикачу. Так они обрадовались. Обратите внимание на вот этих вот собачек. Вы сказали, что это ваши собачки. Ну, У вас пудели? У меня пудели, ага. Мы тоже... А техника, вот как вы сами придумали? Или? Нет, ну, Так вот она и шумит. образцы, конечно, ну, вот люблю Сначала так, а потом, они же как-то, они такие легкие, звенят там, пи-пи-пи-пи, и вот потом вот это. И они у меня как раз абрикосы. Такого цвета. Как, ну, канистотерапия, это у нас собака лечение. Это у меня вот тема такая есть. Тем у меня очень, очень много. Сейчас просто из-за штаба там в основном сижу, поэтому мало. Так раньше-то ходила и в гериатрию, активно, и реабилитационные, на зорки. Ну,
Абырал очень много ходила. Абырал мы тоже символ года делали, там Караскал делали, ну тоже мастер-классы. Я вот, знаете, с вами общаюсь и вспомнила, как в детстве тоже в 90-е годы ходила вот напротив своего дома, в соседний дом, и у нас там был тоже кружок, где мы шили, вязали, и вот я вспомнила свою, можно так сказать, учительницу, которая всему этому нас учила, мы всегда чаевничали, всегда была такая уютная атмосфера у нее. Надежда Ивановна, я очень надеюсь, что она тоже посмотрит, и хотела бы тоже поблагодарить ее за то, что научила нас такому творчеству, рукоделию, да. И вот общаясь с вами, я думаю, столько людей тоже, стольким людям мы помогли раскрыть свои таланты, чему-то научиться, какие-то вот первые шаги, да. Ну, сейчас вот год детства объявлен, поэтому как-то все-таки вот, ну, мы просто должны были вот это делать, да. Ну, я думаю, все-таки год детства, да, и тоже вот вспомнили даже вот свое детство, а я вообще но в нашем детстве такого сильно ничего не было, но зато мы детям тоже вот такие радости дарили, это тоже хорошо. Да. Ксения Ивановна, я хотела бы вас поблагодарить. Спасибо, что пришли, рассказали, помогли. Вот наши дракончики, да, готовы. Как вы поняли, делаются они очень быстро. Можно с фетра, с любого материала. Да, но все фантазия, да, человека. Хочу вас еще раз поблагодарить, сказать спасибо вам за вашу работу, за ваш такой огромный опыт. Спасибо вам за то, что несете красоту. Спасибо и помогаете вам, другим. Пригласили. Спасибо Татьяне. И всем привет. Всем привет. Да. Очень надеюсь, что вас многие узнали. И я думаю, как минимум они порадуются. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Творите, создавайте. И пусть, ну, как на примере Ксении Ивановны, ваши вещи хранятся долго-долго и передаются из поколения в поколение. До встречи.